Пятый раз в Абхазии пройдет международный форум «Визит Апсны». Его основная цель – развитие в республике туриндустрии. Для этого ежегодно в Абхазию приглашаются эксперты в области туризма, предприниматели, которые делятся своим опытом, налаживают полезные контакты и обучают абхазских коллег. В пятницу 1 числа мы подписываем соглашение о сотрудничестве с компанией Travel Online System, которая будет давать нам возможность процесса обучения, образования в онлайн-пространстве. То есть это 10 занятий, которые будут проходить на площадке университета, способствующие получению опыта у наших студентов. Абхазия – востребованная у туристов страна, число отдыхающих растет год от года. Об этом говорят и цифры. Общее количество посетителей Рязанского национального парка на 1 октября достигло 557 тысяч. Комплекс Новоафонской пещеры, незначительно меньшая цифра, да, это 370 тысяч человек. Что касается количества лиц, проживающих в средствах размещения, вот сейчас буквально на днях мы подытожим эту цифру с учетом того, что получим данные там с налоговой службы и откорректируем то количество, которое есть. Ведь министерство получает еще формы СРУ, это отчеты каждого отеля. Вот. И я думаю, буквально на 1 число, на открытие форума, весь отчет по итогам курортного сезона на 1 октября будет оглашен. Да, и хочется сказать, что у нас сейчас в отелях во многих полная загрузка. Вот на сегодняшний момент, я вот сейчас ехала как раз к вам из Гагры, хочу сказать, что во многих отелях они полные. Ну, благодаря нашим туроператорам, спасибо им большое за то, что они с нами работают и умеют работать. Вот. Но во многих отелях сейчас свободных мест практически нет. И это очень отрадно, потому что погода испортилась. Мы думали, что сезон просто все сломался, закрылся. Но мы мягко, я так понимаю, переходим в Новый год. А потом Новый год 8 марта. И все-таки вот та мечта о круглогодичном сезоне, она у нас, я думаю, сбудется. Однако без поддержки государства малый и средний бизнес в туризме развиваться не может. А ведь от благополучия предпринимателей зависит благополучие страны в целом, считает Анна Калягина. Потому что на этой сфере держится все государство, это держится народ. Государство – это народ, народ – это государство. То есть, соответственно, получается, что все, кто задействован в этом малом и среднем бизнесе, это вот наши люди, которым нужно помогать, которые хотят развиваться. И у нас очень много сейчас молодежи, которая хочет развиваться, которая хочет быть предпринимателями, бизнесменами, у них горят глаза. И, в принципе, если бы была какая-то поддержка, то было бы очень хорошо. Как говорит президент Абхазского союза туризма, в Абхазии дефицит управленцев. АГУ выпускает специалистов по туризму, но зачастую их знаний не хватает, чтобы сразу после выпуска начать работу. Нам хочется, чтобы студенты приходили, конечно же, нам, ательерам и гостиничной сфере, что приходили уже полностью подготовленные. Конечно, они проходят практику. Здесь есть такой нюанс. Приходят администраторы работать, они не умеют работать на компьютере. Это часто такое бывает, они не знакомы с программами бронирования. И это приносит некие, ну, скажем так, проблемы в внедрении в работу больших крупных отелей, ну и средних тоже. Поэтому эта программа позволит научить сразу уже готово научить студентов, которые будут приходить и уже будут уметь работать с софтом по управлению бронированием. Нет квалифицированных работников и в среднем звене. По словам Калягиной, в стране нет лицеев и колледжей, которые бы выпускали работников обслуживающего сектора. Союз туризма периодически организовывает курсы повышения квалификации. Но, как говорит Калягина, спрос на них, как ни странно, невысокий. То есть преподаватели приезжают, мы их размещаем и платим им деньги за то, что они преподают. Преподаватели, конечно же, у нас из России в основном, такие эксперты продвинутые, со своими программами обучающими, повышающими квалификацию. Стоимость от 10-5 тысяч рублей с человека колеблется, проходят они по 2 недели курсы эти. На самом деле желающих не так много. Ну, чем это объяснить, если честно, я не знаю. Я не могу это объяснить как-то. Мне говорили
что давайте сделаем курсы, и люди пойдут учиться. Но люди не идут почему-то учиться. Этот феномен пока что мне неизвестен. На лекциях и семинарах форума обсудят новые туристические продукты для отелей и курортов, развитие индустрии, маркетинг, продвижение и повышение качества сервиса. Второй год подряд в рамках форума будет проводиться выставка «Апснехорика». Анна Калягина уверена, что выставка будет интересна собственникам и управляющим гостиниц и отелей, руководителям департаментов, представителям экскурсионных компаний, гидам, экофермам и глэмпингам. Марьяна Котова, Валерий Квиквис, Киря База ТВ.